Спасибо. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. Прошу вас. Уважаемые друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании. Мы встречались 31 января, в ее начале, и сейчас результаты известны. Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России за то доверие, которое они нам оказали, именно нам всем вместе, потому что и я, и вы излагали нашу общую программу развития страны. Многие из вас работали в очень сложных условиях и в пригранично наших территориях, где неонацисты обстреливают и мирные города, и гражданскую инфраструктуру. На Донбассе, на Новороссии это требовало особого характера, мужества. Ну, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу. Но, конечно, вот после мероприятий подобного рода и после такого результата, который свидетельствует о большом доверии граждан страны к тому, что мы делаем, и, главное, к тому, о чем мы говорим в качестве наших планов, это требует, конечно, возлагает, во-первых, реально большую ответственность. Даже, знаете, как-то вот немножко чувство, ну, не тревоги, но чувство ответственности, конечно, оно многократно возрастает. Потому что, конечно, люди ждут отдачи, ждут реализации того, о чем мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Они так или иначе, все эти планы изложены в послании президента Федеральному собранию. Конечно, вы все наверняка это знаете, основные, во всяком случае, его положения. Они масштабные. Главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами. Почему совместно? Потому что здесь люди, которые сами добились больших результатов в том деле, которому посвятили свою жизнь. И я очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами и пойдем по этому пути созидания и строительства новой России во всех ее составляющих. В экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов. Ну, в общем, по всем направлениям, с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию еще более крепкой, еще более привлекательной и более эффективной. У нас для этого все есть. Самое главное, есть воля российского народа, и эта воля достаточно ярко была проявлена в ходе избирательной кампании и в ее результатах. У нас есть необходимые ресурсы, есть хорошие признанные мировые школы, но, конечно, по каждому из направлений, которые мы обозначили в качестве приоритета развития Родины, нужно много сделать. И я очень рассчитываю на созидательный труд, на инициативу, потому что даже просчитанные и финансово обеспеченные направления развития, они все равно требуют творческого подхода, они требуют отдачи, личной отдачи от всех, кто работает на благо Родины и на достижение результатов, которые позволят нам приблизиться к целям национального развития. Все это вместе, и уверен, и составляет цель всей нашей жизни. Еще раз говорю это без всякого преувеличения, потому что каждый из здесь сидящих многое сделал уже на своем жизненном, профессиональном пути в служении Отечеству. И
когда мы говорим «служение Отечеству», прежде всего, конечно, особенно сейчас, в этот период нашей истории, конечно, перед глазами встают наши бойцы, наши герои, которые сражаются на линии боевого соприкосновения, с оружием в руках защищают интересы и отстаивают интересы нашего народа. Но это также относится ко всем другим направлениям. Я их только что перечислил, не буду повторяться. Но от совокупного результата каждого зависит результат страны в целом. Это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Главная цель, повторяю, нашей встречи заключается в том, чтобы сказать вам слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку. И я и вам желаю успехов, дальнейших успехов на вашем жизненном пути, в профессии. Есть еще один элемент, на который я хотел бы обратить внимание. В штаб, в предвыборный штаб пришло более 80 тысяч обращений. Ну, примерно 40% по предварительному анализу – это просто слова поддержки в адрес кандидата, за которого люди решили проголосовать. И я за это очень благодарен. Но все остальное, а это где-то около 60%, это конкретные предложения по дальнейшей работе, по организации нашей деятельности по различным направлениям. И знаю, что многие из вас общались с людьми, слышали пожелания, слышали то, что и как наши граждане хотели бы увидеть в качестве результата нашей работы на ближайшие 6 лет. Я очень вас прошу, вот насколько это возможно, обобщить все то, что вы услышали, то, что получили от людей. И как много раз уже говорил, и мы с вами это прекрасно понимаем, вот эта обратная связь с людьми – это очень важный процесс созидательной работы, потому что только чутко чувствуя, что происходит в обществе, можно своевременно вносить необходимые коррективы в те масштабные планы, которые были изложены в послании. И только таким образом можно добиваться конечного результата. Поэтому я предлагаю вот все, что до вас дошло, все, что вы слышали от людей, все, что вы считаете наиболее важным в ходе этих контактов, обобщить и вместе с Общероссийским народным фронтом принять к исполнению. Я вам со своей стороны тоже обещаю, что нацелю на эту работу все наши исполнительные органы власти. Конечно, буду обращаться и к депутатам Государственной Думы. Я вот с лидерами фракций вчера встречался. Все нацелены на совместную созидательную работу. И в завершение просто хочу еще раз выразить слова благодарности. Спасибо вам большое за поддержку.